О, красавчик. Сейчас подметем. Как ты? Давай. Всем да, пойдем. Сестра потеря. Клещей еще не поймал. Подави морду. Кусок будем переносить сейчас назад. Аккуратно. Ага, надо прибрать. Давай сюда. Все, прятались. Это будешь уже последнего раза что сама. Вылезай, пожалуйста. Тихо. Веса. Вот рюмка взята. Надо ведро. Ведро. Кастрюля неудобно. Заливается много. Видишь что?
Пьем, 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 пьем воду. Пьем, пьем воду. Давай, давай. Иди, иди. Иди. Сейчас им сено принесу. Что вам не нравится? Мокрое, да, сено? Не дурите мне голову. В помощь. И вам также привет. Привет, привет, А теперь по-ковински. Ну вот, вчера мы с тобой, так сказать, возили корм, та кобылка жеребая, и я написал стихотворение. Да ты что? Да. Ну, Вот, это интересно. для стихотворения для будущего жеребенка. Снятся клеверные страны, вымя с теплым молоком, и губами гладит мама сына с рыжим хохолком. Хохолок сольется с гривой, и весеннюю порой станет сильным и игривым жеребенок молодой. А пока он мал и имя не дано еще ему, пусть посасывает вымя, спит на сене, на боку. В деревянной той конюшне, что построена давно, на гвоздях висят игрушки, стремена в пыли, седло. И подковы, что на счастье их однажды тот прибьет, самый сильный, самый властный, кто в обиду не дает. А пока пусть снятся страны с клевером да молоком и кокетливая мама с темно-рыжим хохолком. Вот так. Это мне. Да, это у тебя. Я передам жеребенку. Да. О, да, ладно. Да. Спасибо. Ну что, все? Пойдем. Пойдем на разметку. Значит, за поэзию опять на синагог, Да. на конюшину, На конюшне. на клевера. На клевера, да. Раньше караваем встречали, мы с Фоксом. Ребята, а можно вас вот там вот сфотографировать сейчас пока? На секундочку. Скажите, чтобы Фокс не испачкал свадебное платье. Ну, как уже, как это, Вот, нормально. Отлично, туда далеко смотрим за меня. Ой, отлично, супер. Фокс, не спи, Огонь. не спи. Фокс! Погладь его, считай, я себе еще в сторис тебе сниму. Ну да, иди. Пылесосить надо было. Иди. Ну, значит, виника содержит, да? Вот смотри, вот отсюда я сделаю такую тапочку. Давай, давай. Все, ребят, работаем максимально. Коня гладим там, может. Все? Выбирай. Да.
Ну бей там, бей. Ну, эти ворота мне не нравятся, они по размеру что-то не то, надо подумать. Ну, вот эту могу оставить, она подходит. Ну, Каждая досочка А пригодится те уже тобі. назад. Где-нибудь прибить или что, Не, пойми. мы о другом говорим. Он говорит, забрать сейчас или... Каждая досочка. В этом году сено посуну. Соломки побольше заготовлять. Посмотрим. да. Ну, где-то по укосу будем ходить. Это же есть такое, это искать надо. Это хлопотно, но это надо искать. Ну, Миша, пойми, газетку не дашь зимой, снегу наложить лошади. А если кормить-то надо чем-то. Да. Ну, это животное. А сейчас у колхоз продает силу, солому продает, значит, другим колхозам. А почему? Бесхозяйственность. Неужели, как посмотришь, какие посевы хорошие, нельзя колхозу с той соломы заготовить? Все бросить. О, сейчас только сеют. Кто ж сеял-то? Это все знает. Может, кукурузу все знает. Вы говорите, вот это 21 век. В 21 веке мы возвращаемся к тому, что люди будут платить деньги, чтобы попробовать косить вот так вручную. Точно так же, как и вот твои При соседи. хорошей постановке, да. Твои соседи чудо. Они старину показывают. Да, Ну, да, это да. тренды. Черт его знает. Так вот хихи-ха-ха хожу. Вот стоит взять косу, 3 раза махнуть, и уже мне хочется сесть где-нибудь, уже одышка, уже ничего нет. Вот пока вот в таком ритме нормальном сердце работает, вроде как хорошо, планов куча, все. Чуть даже вот так просто походишь по даче, день на ногах что-нибудь легкое поделаешь. Никакой. Так, идея была, вот планетарий закончить, все обустроить, агроусадьбу сделать. И так это, Тамала еще говорила, вот, будем тут. А тут никто никуда не едет. Что ты тут за агроусадьбу эту выживешь? Надо работать где-то. Не было по этой земле. Ну и жил тут нормально, как мой друзья. И... Ну, земля не помешает. Да, Пока частник не разбогатеет. я вот, я, например, частные руки, да, но даже это не главное. Этот частник должен быть, ну как сказать, выращен идеологически настоящим хозяином, а не тот частник после советского времени, вот нашего воспитания. Да. И стал частником. Он как тот голодный не наестся, он нет у него еще. Да, все хапает. Да.
Ну, получается точно как та, ну, как сказать, пословица или поговорка английская, что джентльменом становится в третьем поколении. Первое поколение это пират, разбойник, идет накопление капитала. Второе поколение, он вкладывает деньги уже в производство, промышленник. И только его дети, когда сытые, все есть, уже интересуются, кроме наживы, Все правильно. культурой, искусством, чем-то другим. И уже вырастает джентльмен, который думает не просто о наживе, а что-то чуть шире дальше. Все, а мы что? Мы на первой стадии. Мы пока на первой стадии. Мы пока вот делим, отбираем, злимся. Ну, сейчас можно садиться и ехать. Так боится. Не боится. Все, поехали. Сейчас гуся будем резать. И там мы поговорим. Все она чувствует. Пошли туда на край. Держи, держи, закрыли. Возле кустарника не надо. Я хотел шандал.
Мама, открываешь кошку. Мама. Быстрее, Фокс, открывай. Уводи всех пои. Корыто пустое. Кто из них пил, кто не пил, ты знаешь? Уводи по одному пои всех. Пустое, ни в ведре нет, ни в корыте нету. Грех на тебе был, если ты никого не напоив закрыл. Не смотри на меня. А я тут что? Ты мне от метра тебя не пустил. Ты заводишь лошадей. Если меня нету, что тогда? Закатать, да? Папки на Ты опять Фоксу запихаешь все свое.
Потом будешь голодный стоять. Чем ты сказала? И мои сапоги здесь остались. Вот дети. Вот дети. Спасибо. Как они вырастут, если я допущу? Чего ты кричишь? Сюшка. Я тут живу, куда я поеду? Вот. Что ты, печку на кочегару, все, это самое, тепло, понимаешь? Что делать? Это надо насаждать как-то культуру такую новую.